челюсти в исполнении Дурыманова перед боем. Часто так делают боксеры. Рост 177 сантиметров. Вес 77 килограммов. 26 лет. Победитель турнира «Бои по правилам и без» Москва, 2011 год. Победитель Кубка Матби по джиу-джитсу Москва, 2012 год. Победитель Кубка Корона по ММА Москва, 2012 год. Ваши аплодисменты. И слева от меня боец ростом 171 сантиметр. Вес бойца 177 килограммов. 21 год. Так, я камеру на своем уберусь. Была забавная ошибка сейчас в исполнении кейдж-анонсера, на которую живо отреагировала публика, практически до отказа заполнившая спортивный комплекс «Олимпийский» в Чехове. Ну, хорошая, почти домашняя, семейная атмосфера сейчас в этом подмосковном городе. Удается пока турнир Pro FC 44. Крайне серьезным бойцом выглядит россиянин. Бойцы на середине. Очень грозная прическа. Вам раунда по 5 минут. Рефери в ринге Багин Валерий. Ваши аплодисменты. Пожали руки. Соблюдаем правила. Слушаем команду. Помним, по затылку не бьем. Покажите красивый бой. Удачи обоим. Требует рефери от бойцов красивого боя. Первый бой сегодняшнего турнира действительно был таким, и нет оснований полагать, что сейчас что-то отойдет от этой приятной уже теперь традиции. Да, готов! Бой! Контролирует Дурыманов дистанцию, вытянул вперед левую руку. Пусть попробует, пусть попробует, пусть попробует. Лоу-кик по колене. О, пусть попробует. Низковато Бабакулов держит руки. Вероятно, предполагает, что стартовая скорость Дурыманова не позволит ему быстро добраться до челюсти. Что-то более классическое и правильное по канонам стойка у россиянина, который сейчас исполняет боковой контроль. Пытается перебраться в более удобную для него позицию. Тут же атакует ребра и район почек киргизского бойца. Очень жестко сопротивляется Бабакулов. Сейчас, находясь буквально в нескольких метрах от бойцов, я прям почувствовал, какая спортивная злость у Александра Дурыманова. И вот сейчас с отличной левой прямой. Прямое попадание в челюсть в исполнении российского бойца, но недостаточно сильно для того, чтобы скосить Бабакулова. Полностью владеет инициативой Дурыманов. Сейчас отличный тейкдаун в его исполнении. И через паузу работает Дурыманов. Прячется на секунду, как будто бы отдыхает. И очень резко встает и пробивает голову Бабакулова, россиянин. Видна на руках Дурыманова кровь. Мне пока не очень видно, есть ли у него рассечение или какое-то повреждение получил киргизский боец. Да, судя по всему, именно у россиянина сейчас довольно сильное рассечение на лице. Пока он не поднимет голову, не будет видно этого.
Очень обидно, если это действительно так, потому что полностью владеет инициативой россиянин. Не дает ни малейшей передышки киргизскому бойцу наш спортсмен. Пытается удержать руки соперника Бабакулов, но у него через раз это получается. Пропускает он пусть и не очень акцентированные удары, но тем не менее ему очень неприятно находиться в таком положении. И вот сейчас видно, что довольно существенное рассечение у Дурманова, повреждена бровь. Едва не нарвался на удар киргиза сейчас россиянин. Встретил Бабакулов попытку прохода в ноги. Серьезное довольно повреждение над правым глазом у россиянина. Может это, конечно, помешать ему продолжить поединок. Хотя в целом осталось всего лишь 6 минут до конца боя. Жесткий лоу-кик в исполнении киргизского бойца. Сначала с внешней стороны, а потом с внутренней. Удар с разворота в исполнении киргиза пришелся в район печени Дурманова. Почувствовал кровь соперника Бабакулов, но тут же блестящий амплитудный тейкдаун в исполнении россиянина. Не понравилось ему то, что Бабакулов попытался перехватить инициативу. Сейчас главное не залезть в треугольник. Ну, совсем немножко остается до конца раунда, и поэтому едва ли уже Бабакулов что-то сумеет извлечь из этой позиции. Не совсем однозначная вышла пятиминутка. С одной стороны, у Дурманова чувствовалась спортивная злость, желание нокаутировать соперника, и шел он к этому семимильными шагами, но в какой-то момент получил очень серьезное рассечение, а на лице Бабакулова таких повреждений нет. И вот во второй пятиминутке это может оказать существенное влияние на развитие поединка. Очень красиво Дурманов переводит борьбу в партер. Но вот немножко увлекается иногда. Вот сейчас мы видели, как, ныряя вниз, пытаясь сделать проход в ноги, нарывается он иногда на удары киргизского бойца. Может это когда-то плохо закончится, потому что удары, пропущенные навстречу, всегда очень неприятные. Идешь в атаку, думаешь совершенно о другой какой-то цели, тут прилетает сильный удар. Удар, который не то чтобы не видишь и не ждешь. Дурманову сейчас нужно попытаться не затягивать этот поединок. Если раскроется еще больше рассечения, то рефери вынужден будет призадуматься о том, чтобы остановить поединок. Понимает это Бабакулов, и поэтому идет вперед и атакует голову россиянина. Жесточайший лоу-кик в исполнении киргизского бойца. Злится Дурманов, видно, что уже очень он эмоционально заряжен, и сейчас это ему начинает мешать. Нужно попытаться убрать эти эмоции, ненужные эмоции. Немножечко успокоиться. Ожидают сейчас оба бойца. Встречная атака, но недостаточно жесткая. И же Дурманов выбивает левую ногу Бабакулова лоу-киком.
Обмениваются пока соперники больше лоу-киками. Понимают, что в случае сближения есть существенный риск пропустить очень сильный удар, который может стать нокаутирующим при определенных условиях. Вот сейчас с наскока левый боковой в исполнении Бабакулова. И боковой удар ногой в область печени. Но Дурманов почувствовал, что начал проигрывать он стойки. Тут же провел тейкдаун. И теперь уже находится в доминирующем положении, но постоянно не дает ему киргизский боец развивать инициативу в такой ситуации. Удерживает перчатки, не нарушая при этом правила. Пока очень сложно отдать кому-то однозначную инициативу в этом поединке. Предпочтение, кому отдадут судьи, будет ясно через 2,5 минуты, если не произойдет что-то непредвиденное. Ну а именно за это мы и любим смешанные единоборства, что здесь в любой момент все может перевернуться. Такая позиция не очень выгодна российскому бойцу. Сейчас есть возможность у киргизского спортсмена провести удушающий прием, но срывается у него, судя по всему, рука. Так и есть. Но тем временем Бабакулов уже занял доминирующую позицию в партере. Мешает, конечно, рассечение над правым глазом Дурманову. Заливает кровь в глаза. Мешает зрительному восприятию. Я думаю, что если сейчас не будет активности со стороны Бабакулова, то рефери остановит этот эпизод и поднимет бойцов в стойку. Попытка хай-кика в исполнении Бабакулова. Скользящее попадание вышло. И вот отличный жесткий правый хук. Очень серьезно забирает инициативу Бабакулов. Дурманов, чтобы воздействовать на судей, которым, судя по всему, придется принимать решение, потому что остается 50 секунд в этом бою, пытается тут же перевести, как только пропускает он удары в стойке, тут же перевести соперника вниз. Но уже очень серьезно, что называется, вымахался Дурманов. Не хватает ему энергии, и я думаю, что Бабакулов забирает этот поединок. Кивнул на мои слова главный судья сегодняшнего турнира Джамбул Дзадзами. Так что, вероятно, мы уже с ним знаем, как закончится этот поединок, хотя не будем загадывать. Считанные секунды остаются у Дурманова, чтобы... Да, уже не остаются эти секунды, чтобы как-то изменить судьбу боя. Так, через несколько секунд будет официальное решение по исходу рейтингового боя в весе до 77 килограммов. Оперативно судьи принесли к столу главного судьи турнира свои записки. Тут легкие консультации, но сейчас будет вынесено решение. Сходится в том, что второй раунд однозначно сложился в пользу Бабакулова, ну а в первом отдать кому-то инициативу на 100% было тяжело, и поэтому, вероятно, именно вторая пятиминутка станет определяющей в сегодняшнем поединке. Итак, в этом бою
раздельным решением судей победил Данияр Бабагулов. Раздельное решение, но победа не становится от этого менее сладкой.